склад ума. Во-вторых, в-третьих, мы еще игровые были. В высшей лиге города Казани играли. Ну, понимаете, когда еще казино не было, этих всех. Раньше была высшая лига карточная, игровая. Не только карточная, а там и нарды, и в шахматы, все на деньги играли. И те самые знаменитые бандиты, упакованные форцовские, теневые, как бы бизнесмены, пивники, водочники, винные магазины, приемки стеклопосудов, обувщики, торговцы золотом, ювелиры, директора заводов, БАС, раньше бандиты авторитетные, они раньше все встречались в одном месте. Это называлось высшая лига. То есть оно не привязывалось к месту. Понимаете, да? Их было настолько много человек. Но собирались мы в таких местах, как, скажем так, возле финансового института был раньше Эрмитаж. Садик Эрмитажка прямо через дорогу. Сейчас его нету. Да. Мы там собирались. Это летом, например. На колхозном рынке там зимой собирались. И разъезжались по квартирам, по хатам. Всегда все игровые знали, где играет высшая лига. В высшей лиге собиралось от силы человек 15-20. И вот так вот постоянно туда люди заезжали, проигрывали, выигрывали. Понимаете? Были и более мелкие компании, которые не выше лига была, скажем, а пониже лиги. Вот. Ну, обычно делали как? В высшей лиге там, например, засадишь, едешь, начинают объезжать те конторы, те, которые пониже рангом, там бомбить их сначала, а потом опять ехать в высшую лигу. Ну, вот так я имею в виду со временем. Вот, ну, вот примерно вот такая вот система. Мы Кружунов и этих синих обколотых этих молодых людей, мы их не уважали за то, что они не могут себя вести в обществе, за то, что они хамы, через слово мат. То есть мы были уже другие люди, понимаете? То есть мы уже в то время, можно сказать, еще были бандиты, рекетмены, но которые были готовы легализоваться. Там смысл был логической цепочкой. Легализование. Вот. Это начало 90-х, такая тема. Да. И когда на улице подняли вопрос, а что это вы тут это? Мы же два друга были. У меня до сих пор друзей нет больше, у меня только братья есть верующие. И единственный друг, с которым мы начинали, вот видеобизнес, потом игровой бизнес. Я-то как бы мы поссорились, разошлись. Дальше потер бизнес игровой, казино, за казино стал открывать. То есть самое первое казино в городе он открыл. То есть не в городе, а в Татарстане. Второе казино тоже в Татарстане, тоже он открыл. Потом уже начали открывать Жиловский. Этот открыли, Дары природы. Советский район открыли 420 казино ДК строителей. И так поперло. У меня было кафе «Лето». В этом ресторан «Лето» внутри парка Горького. Элитный ресторан был прямо внутри парка Горького. Тоже у меня под видеобар был обдел.